И первый наш доклад представляют Борис Валентинович Илюхин, директор научно-исследовательского центра системы оценки управления качеством образования ФИРУ РАНХИКС, и Наталья Павловна Сербина, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра системы оценки управления качеством образования ФИРУ РАНХИКС. Наталья Павловна, пожалуйста, вам слово. Очень интересная тема у вас. Что же за такие неуправляемые факторы? То есть они совсем Добрый, не управляются? да, добрый день, уважаемые Влияет коллеги. на качество образования, да? Да, Коллеги, сейчас я начнем. рада приветствовать вас на вашей международной конференции. Рада, что у вас такое обширное сотрудничество не только внутри нашего государства, но и вы имеете такую возможность сотрудничать с другими коллегами, которые, безусловно, решают примерно те же задачи, которые стоят перед российским образованием. Поэтому всех вас приветствую. Надеюсь, что такая небольшая задержка не повлияла на отток слушателей. И вот немножко нашего взгляда на те неуправляемые факторы, которые в той или иной степени присутствуют в нашем образовании, поскольку образование – это такая сфера, которая очень тесно связана с нашей жизнью, и она находится не в стороне, и все, что происходит вокруг, очень сильно влияет на жизнь и деятельность школы. Ну, сегодня в своем выступлении коллеги уже говорили о проекте 500+. Главная цель этого проекта была заявлена как повышение качества образования, но, на наш взгляд, это слишком такая обширная цель. Мы, конечно же, с вами очень сильно идем к повышению результатов наших учащихся, к повышению их результативности и, конечно же, к успешности наших детей в построении дальнейшей их жизни. Это, наверное, самая главная цель школы. И вот то, о чем сегодня говорил Денисенко в своем выступлении, это, конечно же, тот рисковый профиль школы, который сейчас всем школам, вошедшим в эти проекты, и в школы с низкими образовательными результатами, и в школы, вошедшие в проект 500+, уже у себя имеют. Рисковый профиль школ – это не тайна, это именно те факторы риска, которые выделяются для школы как значимые, которые имеют свою высокую значимость, среднюю или низкую, в зависимости от той или иной школы. Но этот перечень всем известен, и мы, конечно же, разрабатывая программы развития школы, обязательно учитываем эти рисковые профили. Инструмент, с помощью которого этот рисковый профиль школы строится, разработан Федеральным институтом оценки качества образования на основе различных международных подходов, и мы все уже с вами об этом знаем. Что же нам хотелось сегодня вам представить и над чем работает наш центр вот уже несколько лет. Мы пытаемся связать и понять, что же еще влияет на те результаты, образовательные результаты детей, которые ставятся во главу угла, когда мы говорим с вами о выходе школы из той рисковой ситуации, в которой она находится. Конечно же, все факторы, которые влияют на качество образования, мы уже с вами изучили, и те ресурсы, которые есть в школе, это и кадры, и оснащение, и сегодня уже говорили о важности нехватки тех или иных ресурсов, которые есть в школе. И, конечно же, говорили сегодня о процессах, которые есть в школе. Это и школьный уклад, это лидерство, благополучие в коллективе, коммуникация, те управленческие механизмы, которые мы применяем для достижения целей, которые ставит перед собой школа, и те педагогические механизмы, технологии, которые мы используем. Но нам кажется важным еще рассмотреть аспект использования внешних факторов, контекстных факторов по отношению к школе, которые, на наш взгляд, недостаточно учитываются, когда мы говорим о формировании программы развития школы. Какие внешние факторы? Вот сегодня Галина Владимировна говорила о том, что школы достаточно разные, есть моногорода, есть школы отдаленные, находящиеся за пределами
и транспортной доступности, и каких-то вот им недоступны те, наверное, блага, для те блага, которые есть у школ, которые находятся в центральных городах нашей Российской Федерации. И вот эти внешние факторы, которые, на наш взгляд, очень сильно влияют на школу, и, конечно же, влияют на результат, это образовательный ценз семьи, обеспеченность семьи, семейное благополучие, девиация микрорайона, урбанизация. Это семьи на фоны, которые вносят вклад, конечно же, в результаты наших детей. Поэтому вот эти внешние факторы, которые влияют на результат, мы постарались оценить, изучить и оценить их влияние на результат, который показывают те или иные образовательные организации. Значит, ну, конечно же, для того, чтобы эту оценку произвести, необходимо иметь механизм и возможность сбора вот этих вот контекстных данных о каждом обучающемся образовательной организации. В свое время социальный паспорт класса, социальный паспорт школы очень широко развивался, и мы его очень широко использовали. Но, к сожалению, наша жизнь сейчас так построена, различные информационные системы не всегда позволяют нам собирать и использовать данные, которые, на наш взгляд, влияют на результат образовательной деятельности. Значит, что же такое образовательный результат? Конечно же, на образовательный результат влияют ресурсы, процессы, но, безусловно, свой вклад, и он на наш взгляд, не очень маленький, а в некоторых образовательных организациях очень весомый, это внешние по отношению к школе факторы, на которые школа не может оказывать влияние или оказывает очень слабое влияние, ну, в силу своей организации. Ресурсы, которые есть в школе, школа, безусловно, может влиять на них. Но это влияние не всегда бывает значимым. Мы знаем, что сейчас по проектам различным федеральным огромное количество оборудования поступает в школу, но, к сожалению, как уже и предыдущие выступающие отмечали, не всегда педагоги способны использовать то оборудование, которое получает образовательная организация, и, к сожалению, не всегда это оснащение впрямую может влиять на качество образования. Конечно же, педагогические технологии, школьный уклад, все процессы, которые проходят в школе, на них тоже может влиять школа. А вот эти внешние по отношению к школе факторы школе не всегда бывают подвластны. Значит, проводя исследования влияния внешнего контекста территорий, в первую очередь, конечно же, мы разделили все образовательные организации на город и село, и не потому, что это традиционное деление ну, так сложилось, а потому что эти дети, обучающиеся в городских и в сельских школах, показывают абсолютно разные результаты, которые очень сложно и, в общем-то, и невозможно сравнивать между собой, потому что они имеют разные стартовые условия. И вот проводя факторный анализ вот этих вот внешних контекстов территорий, ну, была выявлена, например, на Томской области очень четкая зависимость влияния индекса внешнего контекста территорий на результаты детей. Чем выше индекс контекстной территории, тем чаще всего дети показывают результаты выше. Если вы посмотрите на слайде, здесь представлены как раз характеристики внешнего контекста образовательных организаций, которые были собраны на территории Томской области. И вот в желтеньких квадратиках это те факторы, которые очень сильно влияют на результаты детей, показывающих свои результаты в городских школах. Это, конечно же, в первом факторе собрались все те условия и те значимые единицы, которые вносят свой вклад в результаты детей. Это, конечно же, образование родителей, это благополучие семьи, когда отец и мать работают и проживают в семье. Это, конечно же, полнота семьи.
Когда мы говорим о сельских школах, факторная модель выглядит несколько иначе, поскольку мы понимаем, что ну, школы, находящиеся в сельских территориях, имеют несколько другие внешние факторы по отношению к образованию. И поэтому здесь тоже наблюдается четкая связь между результатами и индексом внешнего контекста территории. Свои исследования, конечно же, мы всегда направляем на управленческую составляющую. Мы очень много сегодня говорим о том, что нам необходимо управлять теми рисками, которые есть в образовательной организации, и нам нужно находить пути решения преодоления этих рисков. И, конечно, вот такое дополнительное исследование внешних контекстов поможет школе преодолеть те или иные риски, которые есть у нее по отношению извне. Есть возможность увидеть те школы, которые имеют внешне по отношению к образованию не слишком высокий контекст, но показывают, тем не менее, очень неплохие результаты. Значит, эти школы уже нашли тот подход и те возможности преодоления этих рисков внешних факторов. Есть, безусловно, те школы, которые, имея изначально высокий индекс внешнего контекста территорий, не справляются с этим благом, которое у них уже есть изначально, и у них что-то еще не получается, чтобы дети показывали высокие результаты. Свою гипотезу влияния внешних контекстов мы проверили уже на нескольких субъектах. Значит, это некоторые результаты другого субъекта Новосибирской области, где тоже очень четко показана связь между индексом внешнего контекста территории и результатами детей. Но здесь еще есть некоторые побочные, нет, давайте так сначала. Анализируя результаты Новосибирской области, здесь появилась еще одна категория школ деления, как выделен отдельно город Новосибирск, поскольку имеет совершенно другие условия по отношению к другим школам. Малые населенные пункты, то есть это малокомплектные школы, где численность обучающихся больше 200 человек, и малокомплектные школы, где численность обучающихся менее 100 человек. И факторы влияния на результат в тех или иных группах объединений, они получились совершенно разные. Так вот, говоря о значимости факторов, которые, безусловно, влияют на результаты наших детей, и которые являются внешними по отношению к образовательным организациям, это, конечно же, полнота семьи, образование родителей, социально-экономическое положение семьи, работают родители или нет, это девиация территорий и благоустройство жилья. Еще, конечно же, мы очень много с вами говорили о разделении школ, о возможности сравнения результатов. И такой факторный анализ позволяет нам проводить культурную кластеризацию для управления. То есть строить на основе совокупности, которая строится на основе совокупности характеристик или признаков. И позволяет объединить школы для выявления такого общих характеристик этих школ и возможности сравнения их результатов и в том числе возможности корректировки тех программ развития, которые сейчас формируются в образовательных организациях. Говоря о том, чем же мы все-таки можем управлять и что мы можем изменить, а чего мы все-таки не можем. Конечно же, школа не способна изменить социальный статус и образование родителей. Язык семейного общения, транспортную доступность, размер школы, социально-экономический статус территории. Но, конечно,
в силах школы можно поменять отношения, методы управления и методы работы, которые абсолютно точно дадут свои плоды в результатах школьников, к которым мы, в общем-то, все и движемся. Ну вот, наверное, вкратце вот такой взгляд на внешние факторы, неуправляемые или управляемые, мы бы хотели вам сегодня представить. Наталья Павловна, благодарим вас за такое интересное выступление. Я думаю, что многие школы, участники проекта 500+, и которые попали в проект в 2021 году, и которые сейчас работают в проекте в 2022 году, наверняка нашли для себя ответы на вопросы, почему наша школа попала в этот проект, почему наша школа вообще оказалась в списке Рособорнадзора школ с низкими образовательными результатами. Конечно, факторов множество существует, да, которые влияют на образовательные результаты. Как нам Наталья Павловна убедительно показала, исследования позволяют говорить о том, что есть факторы, на которые мы никаким образом повлиять с вами не можем. Ну, Но да, мы и будем не к этому можем их стремиться. не можем их не учитывать, Ну, и потому что когда мы учитывать говорим нужно. о вовлеченности родителей, да, к сожалению, не всегда нам этот ресурс доступен, ну, в силу тех внешних условий, в которых находится школа. Поэтому, разрабатывая свои программы развития, никак нельзя не учитывать вот эти нюансы внешних факторов по отношению к школе. Да, конечно. И, конечно, мы должны работать с теми факторами риска, на которые мы напрямую можем повлиять, да, которые мы с вами можем изменить. И, коллеги, мы провели анализ тех рисковых профилей, которые школы получили в этом году. Мы увидели, что на первое место выходит фактор риска низкий уровень оснащения школы. 20 школ получили этот фактор как фактор с высокой степенью влияния. Но при этом, обратите внимание, школы выбрали в работу этот фактор только в 6 случаях. Из 29 школ только 6 школ выбрали его за основу своей деятельности. Но при этом на втором месте фактор несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. Для 19 школ из 29 он был обозначен как фактор с высокой степенью значимости. 20 школ выбрали его в проект как основной риск, который влияет на образовательные результаты. Да? То есть школы уже понимают, что вот здесь они как раз могут работу организовать, это у них получится, и здесь им смогут они получить определенные результаты, которые окажут влияние и на результаты обучающихся. Это очень важно, что у школ сейчас такое осознание уже существует. На третьем месте риск пониженный уровень качества школьно-образовательной воспитательной среды. В 16 школах он на высоком уровне значимости обозначен. 12 школ выбрали его для организации работы по данному риску для создания своих антирисковых программ. И на четвертом месте у нас недостаточная предметная методическая компетентность педагогов в 12 школах, как высокая степень риска обозначена в рисковом профиле. 12 школ выбрали его для своей работы в рамках проекта в 2022 году. Спасибо, Наталья Павловна. Коллеги, мы с вами продолжаем нашу работу. У нас на связи Воркута. Коллеги, готовы ли вы с нами поработать? Так, Ольга Александровна Деревягина, директор Воркутинского дома учителя. Марина Сергеевна Балашова, директор школы номер 12 города Воркуты, это школа-участник проекта 2022 года. И Александра Сергеевна Киликаева, заместитель директора школы номер 35 города Воркуты, это куратор проекта. Коллеги, пожалуйста, вам слово. Поделитесь, пожалуйста, опытом создания и внедрения в работу образовательной организации концептуальных документов в рамках проекта. Пожалуйста. Еще раз добрый день. Я надеюсь, нас хорошо слышно. Все хорошо. Да? Спасибо большое. От имени педагогов Воркуты я приветствую всех участников конференции. Я желаю нам плодотворной работы. Хочу, конечно, отдельные слова благодарности сказать организаторам, потому что сегодняшний разговор, он действительно важный. И очень важно, что в этом разговоре участвуют ученые. Большое спасибо Наталье Павловне за тот научный подход, анализ ситуации в школе. И мы, конечно, понимаем, что научный подход и практический подход к вопросам развития школы, он даст, безусловно, плоды. Сегодня мы представляем опыт нашего участия в проекте 500+.
Моя роль в проекте – это муниципальный координатор. Меня зовут Деревягина Ольга Александровна. Вместе со мной в студии куратор проекта Киликаева Александра Сергеевна и директор школы-участницы Балашова Марина Сергеевна. Мы будем говорить об одном и том же, но с разных позиций, с позиций той роли, которую мы играем в рамках проекта. Начать хочу с того, что для нашего муниципалитета участие в проекте – это продолжение работы в новом формате. Эту работу мы проводили в рамках проекта «Эффективная школа». Статистика показывает, что 90% школ нашего муниципалитета в разные годы были или в качестве участников, или в качестве лидеров проекта. Мы оцениваем это как возможность для интеграции нашей образовательной системы путем развития сетевого взаимодействия школ, обмена опытом и формирования единых подходов к решению вопросов качества образования. В этом году мы впервые стали участниками проекта 500+, и созданный в муниципалитете механизм реализации в рамках проекта «Эффективная школа» мы скорректировали. Теперь этот механизм включает комплекс таких документов, как программа поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, комплексный план мероприятий, дорожная карта проекта 500+, а также концепция развития и среднесрочная программа развития образовательной организации, участницы проекта. Тезисно остановлюсь на характеристике программы поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, а мои коллеги представят работу над созданием концептуальных документов, а также расскажут о первых шагах реализации рисковых программ в школе. Работа над муниципальной программой велась специалистами Воркутинского дома учителя по поручению Управления образования нашего города и с учетом рекомендаций Федерального института педагогических исследований. Она утверждена приказом Управления образования в целях достижения базового уровня освоения образовательной программы в школах, демонстрирующих низкие образовательные результаты, путем развития управленческого, педагогического и ресурсного потенциала этих школ. На первом этапе работы над программой был проведен анализ проблемы обеспечения качества образования в муниципальной системе. Выводы были представлены в форме SWOT-анализа, который вы видите на слайде. Вкратце скажу о наших сильных сторонах. Это, безусловно, сформированная система методической работы, наличие профессионального ответственного педагогического актива, это наличие управленческого опыта, это развитие наставничества. Но вместе с тем мы сталкиваемся с такими угрозами, как низкая мотивация обучающихся, миграционные процессы, которые снижают общее количество педагогов и, к сожалению, вымывают педагогический актив. Нашими слабыми сторонами является профессиональное выгорание педагогов вследствие интенсивного труда и меняющейся социальной среды, низкий уровень мотивации педагогов к презентации собственного опыта и к аттестации, недостаточный уровень предметной компетентности, несформированность управленческого цикла и слабая включенность родителей в жизнь школы, то, о чем говорилось ранее. Наши возможности – это привлечение педагогов в муниципальную систему в результате сотрудничества с вузами, а также участие в проекте «Земский учитель». Также мы наши возможности видим в том, чтобы активно участвовать в федеральных и региональных проектах и конкурсах, в том числе грантовых, а также продолжить реализацию программы оптимизации системы. Можно по-разному относиться к программе оптимизации системы, но мы все-таки понимаем, что, коль у нас уменьшается количество жителей в городе, то оптимизация неизбежна, и ее минусы необходимо превращать в плюсы. Если говорить в целом, то эти выводы определили содержание нашей программы, и мы, собственно говоря, сели за составление этого очень важного документа. Я не буду давать полную характеристику программы, скажу только о показателях и индикаторах. По той простой причине, что они являются количественными и качественными характеристиками нашего развития на ближайшую перспективу. Программа создана на 2022-2024 год. Итак, мы стремимся обеспечить на оптимальном уровне удовлетворенность качеством общего образования, вовлеченность педагогов в профессиональное сообщество и повышение квалификации педагогов. Кроме того, мы определили уровень выше среднего в достижении такого комплексного и сложного показателя, как уровень соответствия качества образования современным образовательным стандартам. Мы планируем увеличить на 10% участие педагогов в конкурсном движении и в презентации собственных достижений, а также планируем удержать на уровне до 5% численность учащихся, не получивших на ГИА минимального количества баллов. Установив на 3 года такие ориентиры, мы определили пути их достижения в комплексном плане реализации и в дорожной карте проекта 500+.
Наш комплексный план включает 4 направления деятельности. Это организационно-управленческое и материально-техническое обеспечение, развитие кадрового потенциала, информационно-методическое сопровождение. Эти направления включают управленческие информационно-методические мероприятия, которые, по нашему мнению, позволят развивать муниципальную систему, обеспечить достижение поставленных показателей качества образования. Вы перечень этих мероприятий видите на слайде, я в целях экономии времени не буду на них останавливаться подробно. В завершение хочу сказать следующее. Во-первых, наша программа является тем документом, который обеспечивает ресурсную поддержку реализации проекта 500+ на муниципальном уровне. Она размещена на официальном сайте Дома учителя в разделе 500+, и я приглашаю всех заинтересованных познакомиться с ней подробнее. Моя роль как муниципального координатора определена методическими рекомендациями Федерального института педагогических исследований. Но быть только наблюдателем за ходом реализации проекта и консультантом не получается. Для меня было важно сформировать муниципальную команду в составе куратора, школьных управленцев и меня, муниципального координатора, для того, чтобы мы могли продуктивно сотрудничать, понимали друг друга, понимали те задачи, которые поставлены перед нами, и это обеспечит нашу работу на достижение результата. Я думаю, что команду сформировать нам получилось. Дальше мы уже создали концептуальные документы, а над достижением результатов мы также планируем работать сообща. Далее я хочу передать слово куратору проекта 500+, Киликаевой Александре Сергеевне. Пожалуйста. Спасибо, Ольга Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 68 от 1 февраля 2022 года о реализации проекта методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, обучающихся на территории Республики Коми 500+, в 2022 году я была назначена куратором 12-й школы города Воркуты. Участие в данном проекте – это возможность поделиться опытом и оказать методическую помощь курируемой школе по достижению наиболее эффективных образовательных результатов и ее выходу из кризисной ситуации. Моя задача как куратора состоит в том, чтобы преломить научные и теоретические подходы выстраивания работы школы на практическом уровне. Руководствуясь методическими рекомендациями, разработанными Федеральным институтом оценки качества образования, был разработан план действий, который вы видите на экране. 2 марта 2022 года совместно с муниципальным координатором Ольгой Александровной посетили 12-ю школу. Директор Марина Сергеевна подробно рассказала о работе образовательной организации, достижениях и причинах, по которым школа оказалась в проекте. В результате дальнейших посещений была проведена верификация рисков, выбраны 4 направления, они представлены на экране, по которым требовалось проделать работу по противодействию рискам. Определена цель работы к 2023 году сформировать профессиональную команду педагогов, обеспечивающих качественное освоение основной образовательной программы на базовом уровне и выше. Поставлены задачи. Далее был проведен ряд консультаций по разработке концептуальных документов для управленческой команды 12-й школы. Были созданы концепция развития образовательной организации на 2 года, в которой отражены ключевые направления деятельности образовательной организации. Среднесрочная программа развития на период с 17 января 2022 года по 31 декабря. В ней описаны задачи развития школы на ближайшее время. Предусмотрен ряд изменений в деятельности образовательной организации, направленных на повышение качества образования и позитивные изменения. А по каждому направлению рискового профиля разработаны 4 антирисковых программы. По преодолению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников, несформированности внутришкольной системы повышения квалификации, низкого качества преодоления языковых и культурных барьеров, пониженного уровня качества школьной образовательной среды. Реализация данных программ поможет школе добиться поставленной цели. Подробнее остановлюсь на тех изменениях, которых мы хотим добиться, реализуя антирисковые программы. Первое. Для повышения предметной методической компетентности педагогов решено было создать к концу 2022 года систему непрерывного профессионального развития педагогических кадров путем модернизации методической службы школы. Для достижения данной цели необходимо выполнение 5 составляющих. Первое – это обеспечить повышение качества работы управленческой команды через внедрение в учреждении проектного управления, а именно 3 управленческих проектов.
школьные методические объединения «Драйвер профессионального развития», «Родители детям» и сетевое профессиональное сотрудничество 12-й школы и 35-й. Второе. В педагогическом коллективе определить уровень сформированности предметной и методической компетентности и внедрить индивидуальные образовательные маршруты профессионального развития педагога в зависимости от дефицитов и затруднений. Третье. Это организовать каскадное и горизонтальное обучение педагогов согласно утвержденному графику. И четвертое. Введение практики наставничества учитель-учитель. Ожидаемые конечные результаты программы представлены на слайде. Для устранения несформированности внутришкольной системы повышения квалификации решено было на основе горизонтального и сетевого профессионального взаимодействия создать к концу 2022 года внутришкольную систему повышения профессионального уровня педагогических работников. Для достижения данной цели было подписано соглашение между 35-й и 12-й школой о сетевом профессиональном сотрудничестве, в рамках которого будут организованы и проведены тематические консультации и методические мероприятия. Необходимо выстроить внутришкольную систему повышения квалификации в форме горизонтального обучения и сопровождения педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. Для этого запланировано проведение фестиваля педагогических идей, серии открытых мероприятий в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и организовать вовлечение педагогов учреждения во внутришкольные методические мероприятия, мастер-классы, обучающие семинары, открытые уроки. Ожидаемый конечный результат также представлены на слайде. Для устранения низкого качества преодоления языковых и культурных барьеров было решено создать к началу учебного года 2022-2023 благоприятных условий для получения учащимися с языковыми и культурными барьерами качественного образования. Для достижения данной цели необходимо обеспечить обучение педагогических работников с целью устранения дефицитов в работе с учащимися данной категории, организовать работу по выявлению учащихся, для которых русский язык не является родным и у которых имеются проблемы в его усвоении, организовать дополнительные занятия для таких детей, интегрировать учащихся во внеурочную деятельность, обеспечить взаимодействие с родителями обучающихся, для которых русский язык не является родным, в рамках реализации проекта «Родители детям». Ожидаемые конечные результаты представлены на экране. Для устранения пониженного уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды решено было повысить к 2023 году качество школьной образовательной и воспитательной среды путем развития культуры взаимодействия участников образовательного процесса. Для этого обеспечить сопровождение учащихся с разным уровнем учебной мотивации посредством реализации индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей и детей с низкой учебной мотивацией, а также планы мероприятий по повышению эффективности работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкую мотивацию к процессу обучения. Повысить вовлеченность учащихся в социальную деятельность, проводить профориентационную работу посредством реализации плана мероприятий, инвариативного модуля, профориентации, рабочей программы воспитания, а также участие в федеральном проекте «Билет в будущее». Проводить профилактику деструктивного поведения через реализацию социального проекта «Закон и ответственность» для учащихся с деструктивным поведением, а также по профилактике буллинга на 2023-2023 учебный год. Обеспечить организацию системного сотрудничества с семьями учащихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса через реализацию проекта «Родители детям». Обеспечить соблюдение педагогами учреждений педагогической этики в работе с учащимися и родителями. По данной теме актуализация на педагогическом совете школьного положения о педагогической этике. Ожидаемые конечные результаты реализации программы указаны на экране, о проведенных мероприятиях, реализации созданных проектов подробнее расскажет директор 12-й школы Марина Сергеевна. Пожалуйста, Марина Сергеевна. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Как директор школы участника проекта, я начну свое выступление с краткой характеристики учреждения. Наша школа, открытая в 1971 году, располагается в 4-этажном здании.
В школе оборудовано 42 учебных кабинета, актовый зал, 2 спортивных зала, тренажерный зал, зал для занятий самбо, плавательный бассейн и столовая на 160 посадочных мест. В текущем учебном году в школе обучается 744 учащихся. Образовательную деятельность организует 37 педагогов. В учреждении на всех уровнях общего образования реализуются программы урочной и внеурочной деятельности. Нормативная база учреждения соответствует современным требованиям. Школа отражает социальное состояние Заполярной Воркуты. В ней обучается 15% детей из семей мигрантов. С 2020 года школа участвует в проекте «Цифровая образовательная среда». Благодаря этому оборудовано 2 цифровых кабинета. В 2022 году мы впервые стали участником проекта 500+, по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты учащихся. Управленческая команда школы и педагогический коллектив восприняли это неоднозначно. Мы понимали, что наши образовательные результаты ниже средних показателей, однако знакомство с концепцией проекта 500+, дало основания для оптимизма. Мои коллеги осветили нормативную работу участия в проекте, а я остановлюсь на вопросах практической направленности. Работа по реализации проекта началась с участия в анкетировании всех участников образовательного процесса – педагогов, учащихся и родителей. По итогам анкетирования был получен рисковый профиль школы. На основе имеющегося рискового профиля в тесном сотрудничестве с муниципальным координатором и куратором были определены 4 направления, по которым требуется работа по противодействию рискам. Как уже отмечалось ранее, по каждому из выбранных направлений рискового профиля были разработаны необходимые нормативные документы. Я подробнее остановлюсь на антирисковых программах, которых разработано 4. Их реализация, по нашему мнению, позволит перевести учреждение в эффективный режим работы. В ходе выступления буду говорить о том, что уже реализовано в учреждении согласно планам мероприятий дорожных карт антирисковых программ. Отмечу, что наша работа организована в форме школьных управленческих проектов согласно рисковым профилям. В программе антирисковых мер по повышению предметной и методической компетентности педагогов должны быть решены задачи, представленные на экране. Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия. В рамках реализации антирисковых программ учреждений организована работа по разработке и реализации проектов, направленных на повышение качества образования. С целью определения уровня сформированности предметной и методической компетентности педагогов с 24 марта по 4 апреля 2022 года был проведен мониторинг оценки базовой компетентности педагогов по материалам Владимира Дмитриевича Шадрикова. В мониторинге приняли участие 37 педагогов, что составило 100% от общего числа педагогических работников. Основной целью мониторинга было выявление уровня сформированности базовых компетентностей педагогов с последующим определением проблемной зоны каждого педагога для построения индивидуального образовательного маршрута. Анкета для мониторинга содержала 81 вопрос, отражающий 6 направлений базовых компетентностей педагога. Анализ результатов показал, что ни один из педагогов учреждения не имеет критического уровня профессиональной подготовки. 30% педагогов имеют оптимальный, 54% допустимый и 16%, то есть 6 человек, пороговый уровень профессиональной подготовки к педагогической деятельности. На оптимальном уровне у педагогов учреждения сформирована компетентность постановки целей и задач педагогической деятельности. Остальные базовые компетентности сформированы на допустимом уровне. Итоги мониторинга позволили выявить круг вопросов, которые вызывают у педагогов наибольшие затруднения, и стали основой для работы над школьными управленческими проектами. Школьные методические объединения «Драйвер профессионального развития» и сетевое профессиональное сотрудничество школы 12 и школы 35 города Воркуты, а также при построении индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. В рамках реализации антирисковой программы по повышению предметной и методической компетентности педагогов в целях организации непрерывного обучения педагогов по корпоративному принципу в соответствии с выявленными дефицитами и практиками школы на педагогическом совете по теме «Качественный урок – это» состоялось знакомство педагогов с технологией исследования урока,
основная цель применения которой – это повышение качества обучения через совместную работу учителей. По итогам педагогического совета было принято решение руководителям школьных методических объединений организовать работу по внедрению в учебный процесс технологии исследования урока. 22 педагога учреждения, что составляет 59%, имеют педагогический стаж более 20 лет, а значит могут столкнуться с проблемой профессионального выгорания. В целях создания условий для предупреждения профессионального выгорания педагогов, педагогам-психологу учреждения проведена диагностика на предмет профессионального выгорания. С педагогами, у которых были выявлены признаки профессионального выгорания, это 7 человек, что составляет 19%, организован цикл занятий с элементами тренинга «Профилактика профессионального выгорания педагога». Завершить данную работу мы планируем в срок до 31 мая 2022 года. В течение последних 3 лет в учреждении отмечается увеличение количества учащихся, для которых русский язык не является родным. Как уже говорилось, это количество составляет 15% от общего числа учащихся. В связи с чем появилась необходимость реализации антирисковой программы по профилю «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров». На сегодняшний день в рамках реализации данной программы педагогам-психологам учреждения разработан психолого-педагогический блок работы с детьми, для которых русский язык не является родным, их родителями и педагогами. Данный блок является составляющей частью проекта «Родители детям», работа по разработке которого ведется в настоящее время. Проект направлен на создание в учреждении атмосферы сотрудничества между учащимися, педагогами и родителями. Цель работы педагога-психолога с детьми-мигрантами – это психологическая поддержка адаптации и социализации детей, для которых русский язык не является родным, в условиях общеобразовательной школы. Комплекс мероприятий осуществляется по следующим направлениям: работа с учащимися, работа с педагогами и работа с родителями. На занятиях учащиеся получат знания о том, как общаться с представителями другой национальности, поупражняются в применении приемлемых способов поведения, овладеют навыками эффективного общения, приобретут знания об образе жизни, обычаях, нравах, системе этнокультурных свойств того или иного народа, укрепят чувство собственного достоинства, корректируя свое поведение. Педагоги, принимая участие в семинарах-практикумах, познакомиться с проблемами, которые могут возникнуть при обучении детей, для которых русский язык не является родным, с методами и формами работы, направленными на сплочение детей разных национальностей. Кроме того, педагогам-психологам запланировано индивидуальное консультирование педагогов по проблемам взаимодействия с детьми данной категории. Взаимодействие с родителями предполагает проведение 2 групповых занятий и 2 групповых консультаций, а также индивидуальное консультирование родителей по необходимости по личному запросу. В ходе занятий педагог-психолог получит первичную информацию о ребенке и его семье, которая поможет изучить потребности родителей в образовательных услугах. Родители получат представление о том, как проходит адаптация детей в новых условиях, что они испытывают, какие трудности могут возникнуть. Последнее занятие практическое, традиции моей семьи, предполагается провести для всех учащихся класса совместно с родителями. На следующем слайде представлены задачи антирисковой программы по профилю «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды». Согласно дорожной карте реализации данной программы, с целью проведения профилактики деструктивного поведения заместителем директора, педагогом-психологом и социальным педагогом был разработан и в настоящее время реализуется краткосрочный социальный проект «Закон и ответственность» для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. В текущем учебном году в нашем учреждении на различных видах профилактического учета находится 18 учащихся. Основная цель данного проекта – это создание условий для профилактики социальной дезадаптации и правонарушений, а также формирование социально приемлемых форм поведения у подростков. Основные направления работы представлены на экране. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 1 час. Состав участников – открытая группа учащихся. Тема занятий в количестве 16 встреч варьируется в зависимости от уровня осведомленности участников и актуальности для них данной проблемы. Данный проект является краткосрочным. По результатам реализации проекта будут приниматься управленческие решения о расширении достижений данного проекта
или разработки нового проекта с целью создания условий для профилактики социальной дезадаптации и правонарушений. С целью проведения профилактики деструктивного поведения в соответствии с установленными сроками разработана также программа по профилактике буллинга на 2022-2023 учебный год. Основанием для разработки данной программы стали результаты анкетирования «Буллинг в моем классе». Охват учащихся составил 293 человека. Результаты данного анкетирования показали, что ситуация буллинга в классе среди учащихся имеет место быть. И чаще всего проявляется она в унижении друг друга, обзывании, оскорблении, присваивании обидных прозвищ, обсмеивании и другое. Анализ полученных результатов стал основанием для разработки и реализации комплексной программы профилактики буллинга среди учащихся. Цель программы – создание комплексной психолого-педагогической системы профилактики буллинга как условие обеспечения безопасной образовательной среды через организацию и проведение просветительских, диагностических, коррекционно-развивающих мероприятий с субъектами образовательного процесса, то есть учащимися, родителями и педагогами. Механизм реализации программы вы видите на экране. Реализация данной программы предполагает проведение цикла мероприятий для различных категорий участников образовательного процесса. Для первой категории участников запланировано проведение 4 мероприятий с частотой 1 раз в четверть. Для учащихся первых 11 классов мероприятия будут проводиться 1 раз в месяц, то есть их будет всего 9. Для учащихся, попавших в группу риска как жертвы буллинга и как агрессоры, запланировано проведение 10 занятий с педагогом-психологом и социальным педагогом. Для педагогов и родителей запланировано провести по 4 мероприятия 1 раз в четверть и получить ожидаемые результаты программы. А именно, расширение конструктивных способов взаимодействия с окружающими, развитие навыков самоконтроля, развитие эмпатии, повышение ответственности за принятие решений и свои действия, оптимизация межличностных и межгрупповых отношений в классном коллективе. Подводя итоги, отмечу, что работа по реализации проекта 500+, ведется в соответствии с планами реализации дорожных карт антирисковых программ. Все материалы, которые отражают работу учреждения по реализации проекта, размещаются на официальном сайте учреждения в разделе «Проект 500+». В завершении хочу отметить 2 важных момента. Во-первых, методическое сопровождение участников проекта федеральными методическими структурами. Для нас это очень важно, ведь мы не только выявили проблемы, но и получаем научно обоснованные методические рекомендации по их преодолению от специалистов ФИПИ в рамках дистанционных мероприятий. Во-вторых, управленческая команда и педагоги нашей школы ответственно относятся к участию в проекте, понимая, что это позволит достичь успеха в решении задач, которые приобретают новые значения в изменяющихся социальных условиях. Надеемся, что представленный нами опыт был интересным и желаем всем участникам проекта 500+, успеха в деле построения эффективной школы. Спасибо за внимание. Коллеги, мы готовы ответить на вопросы. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, можете задать их в чате. Коллеги в студии, есть ли у вас вопросы? Спасибо. Если вдруг будут появляться вопросы, коллеги, вы всегда можете задать их во вкладочке «Вопросы» либо в чате. Мы передадим их спикерам, выступающим, и они смогут сформулировать свои ответы на то, что вас интересует. Мы благодарим муниципальную команду Воркуты за представленный опыт не только разработки концептуальных документов. Мы видим, что за то короткое время существования вашей команды в проекте вы смогли не просто разработать документы концептуальные, не только сформировать антирисковую программу, но и уже активно включились в их реализацию. И у вас уже есть что показать на первом этапе мониторинга, который будет у нас уже в ближайшее время осуществляться, да, когда мы с вами должны будем все подтверждающие документы подгрузить в систему информационного сопровождения, мониторинга электронных дорожных карт. Коллеги, спасибо. А мы продолжаем работу нашей площадки. И сегодня у нас в студии присутствует Елена Иосифовна Шевцова, директор школы поселка Первомайский муниципального района Сысольский, и
Ангелина Сергеевна Шуктумова, заместитель директора по учебной работе школы номер 22 города Сыктывкара. Елена Иосифовна у нас представляет школу участника проекта, а Ангелина Сергеевна представляет у нас куратора школы проекта. Пожалуйста, коллеги, передаю вам слово. Елена Иосифовна, какие вы рисковые профили взяли в работу своей школы? Как вы... Да, следующую презентацию, пожалуйста. Нет. Сейчас, которую загружали перед... Так, ну пока у нас готовится презентация, мы обратим внимание, коллеги, что школы берут для работы в проекте не все те риски, которые были обозначены в рисковых профилях, полученных от ФИОКа. Почему это происходит? Потому что школы, конечно же, проводят самодиагностику и проводят верификацию рисков. Да, и для себя они определяют, действительно ли риск является с той высокой степенью значимости, какой определился по результатам анкетирования в начале проекта. И, конечно, не все риски попадают в работу, но, тем не менее, те риски, которые отобраны, они действительно очень тщательно анализируются, и антирисковые программы выстраиваются после серьезного анализа имеющейся ситуации. Итак, пожалуйста, Елена Иосифовна Шевцова, директор школы Первомайский муниципального района Сысольский. Коллеги, я приветствую всех участников этой международной конференции «Эффективный учитель для эффективной школы-2022». Тема моего выступления – рисковые профили муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средняя общеобразовательная школа поселка сельского типа Первомайский, основа для разработки школьной концепции развития. Ну, конечно, новость о том, что наша школа в 2022 году стала участником проекта 500+, тоже не совсем, может быть, как-то адекватно была принята всеми членами педагогического коллектива. Да? То есть мы собрались на педсовет для того, чтобы мы могли довести до всех учителей, почему мы стали участниками проекта. То есть в школе есть потенциал, который мы не реализуем в полной мере, да, и поэтому нам необходимо провести определенную работу по формированию школьной образовательной среды, которая способна противостоять тем рискам снижения образовательного процесса. Мы прошли анкетирование. В анкетировании приняли участие директор, учителя, учащиеся и родители. И учащиеся, были получены такие рисковые профили. То есть вот факторы риска и значимость, она отражена на этом слайде. Значит, высокую значимость риска получил такой риск, как несформированность внутришкольной системы повышения квалификации и низкий уровень вовлеченности родителей. Для проведения аналитической работы по факторам риска была создана школьная команда, в которую вошли члены администрации, руководители школьных методических объединений и куратор проекта. Совместно с командой мы проанализировали все риски и выявили, что они то есть вот эти два риска, которые имеют высокий уровень, они для нашей школы сегодня актуальны. Поэтому вот эти риски, несформированность школьной системы повышения квалификации педкадров и низкий уровень вовлеченности родителей в учебный процесс были выбраны как риски, над которыми мы должны работать и их как можно быстрее ликвидировать. После того, как мы выявили данные проблемы, педагогический коллектив активно включился в работу по разработке концепции развития школы. Был проведен самоанализ работы в части выявленных рисковых направлений и определены цели и задачи. Главной целью нашей концепции стало создание условий для эффективного педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия внутри педагогического коллектива и между педагогическим коллективом и родительской общественностью. Ну и, конечно же, согласно данной цели были поставлены две задачи, которые вы видите на слайде. Немного из самоанализа работы школы. В школе работает педагогический коллектив, который обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования.
Педагоги поддерживают психологический климат сотрудничества и взаимоуважения. Общее число педагогических работников на сегодняшний день 20 человек. Один из них внешний совместитель. Высшее профессиональное образование имеет 18 человек, 3 средние. Второй год в школе работает 1 молодой специалист. 9 учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию. Средний возраст учителей 42 года. Хотя все педагогические работники систематически повышают профессиональный уровень через курсы повышения, через участие в семинарах и вебинарах, но проблема заключается в том, что, как отметили педагоги на педсовете, что каждый учитель варится в своем соку. То есть учителя перестали делиться опытом своей работы. Они показывают единичные открытые уроки, и то только там в рамках, скажем, подготовки к конкурсу «Учитель года», «Классный руководитель года». Они не всегда стараются выступить на медсовещаниях и педсоветах. И поэтому, значит, мы определили 5 показателей решения вот этой первой задачи повышения качества профессионального взаимодействия между учителями школы. Это участие в тематических педагогических советах. Это выступление учителей, которые прошли обучение на курсах. Сейчас очень много учителей прошли обучение на курсах по новым ВГОСам. Большое количество педагогов прошли обучение по функциональной грамотности. Поэтому мы хотим, значит, услышать педагогов, запланировали этот педсовет на начало июня. Хотим провести тематический педсовет по, значит, всем инновациям, которые были получены педагогами на курсах, на семинарах, вебинарах. Это следующий показатель, это организация и проведение единого методического дня. Такое мероприятие нам порекомендовал куратор. Такое мероприятие мы не проводили в школе еще никогда, поэтому, в общем-то, решили попробовать, но проведем его только в сентябре, потому что сейчас пока времени нет. Фестивали открытых уроков и мастер-классов. Такие мероприятия мы достаточно давно проводили. Наверное, последние 5 лет фестивалей, как отдельных фестивалей, не было, единичные уроки. Поэтому это мероприятие мы тоже будем проводить. Ну и, конечно, обмен опытом с учителями школы куратора в рамках межмуниципального сотрудничества. Родители наших учащихся являются активными участниками мероприятий в рамках воспитательной работы школы. Но по итогам анкетирования оказалось, что они недостаточно вовлечены в учебный процесс. Дело в том, что дни открытых дверей в связи вот с вот такой обстановкой эпидемиологической, да, мы последние 2 года не проводили. В этом году, значит, мы начали проводить эти уроки, но пока что эти дни открытых уроков были проведены в марте-апреле на уровне начального образования. Да, классные руководители, конечно же, создали группы в ВК, они создали беседы, но это оказывается недостаточно. Проблема еще является то, что часть родителей не имеют возможность получать информацию о достижениях своих детей через электронный журнал. Мы, конечно, вот, наверное, вот этот риск, может быть, в полном объеме преодолеть не сможем, да, потому что отсутствует там интернет, скажем, в каких-то населенных пунктах, отсутствуют мобильные средства связи у какой-то части родителей, да, но мы считаем, что как-то мы этот риск все-таки попробуем прорешать. И еще хотелось бы в качестве показателя отметить привлечение родителей при проведении всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации в качестве наблюдателей. Да, мы приглашаем родителей, мы привлекаем, но это единицы, поэтому мы, значит, запланировали родительское собрание, в котором хотим, значит, обговорить с родителями, что такая проблема существует. И я так думаю, что осенью, когда мы будем проводить всероссийские проверочные работы, количество родителей, привлеченных для проведения этих работ в качестве наблюдателей, у нас повысится. Ну вот после того, как мы концепцию развития
создали, да, мы разработали среднесрочную программу развития, антирисковые программы с планом мероприятий, которые тоже были согласованы с нашим куратором. Кстати, куратор нашей школы, Казакова Татьяна Михайловна, она вообще к ССЛ никакого отношения не имеет. Она является заместителем директора по учебно-воспитательной работе Карткировской школы, но она нашла время, она приехала к нам в школу, она с нами разговаривала, она с нами работала. Мы получили колоссальную, наверное, помощь методическую, да, с ее стороны. И она, в общем-то, тоже была очень удовлетворена работой с нашей школы и сказала, что будет сотрудничать. Ну вот, значит, в антирисковых программах мы отметили такие мероприятия, которые хотели бы провести и которые уже начали проводить. Это дни открытых уроков, это проведение фестиваля мастер-классов, это выступление учителей, прошедших курсы и семинары на педсоветах и методических советах. Это организация проведения единого методического дня. И мы хотим осенью провести фестиваль открытых уроков и мастер-классов с приглашением учителей школ района, куратора и учителей школы этой Карткировской школы. Да. Значит, я надеюсь, что у нас все получится, потому что вот в апреле месяце учителя, которые работают в 5 классах, начали посещать уроки начальных классов, 3-4 класса. И, в общем-то, учителя начальных классов сказали, что это очень позитивно, то есть это очень хорошо, что с нами работают учителя основной школы. То есть они многому чему учатся, учителя основной школы учатся многому у учителей начальных классов. Второй риск и мероприятия по устранению риска мы на этом слайде увидим. Это вот риск, низкий уровень вовлеченности родителей в учебный процесс. Конечно же, родительские встречи, родительские собрания проходят. Вот в связи с тем, что мы вот эти 2 года очень много учились дистанционно, родительские собрания тоже проводились дистанционно. Поэтому вот буквально начиная с февраля месяца мы начали организовывать очные встречи с родителями. И в частности, в марте месяце мы провели родительские собрания для родителей 9-11 классов, где рассказали, что такое государственная итоговая аттестация, как она проходит, познакомились с процедурой, познакомились с итогами пробных ЕГЭ, которые провели в школе. То есть родители получили информацию о, значит, успехах либо неуспехах своих детей. Ну и, в общем-то, я так думаю, что это мы будем продолжать. Проведение тематических педагогических советов, на которые мы хотели бы приглашать родителей. Это мы как мероприятие запланировали. Ну и, конечно же, вовлечение родителей в совместную деятельность вне учебного процесса. Ну, хотя у нас родители и так активно проявляли активность, да, при проведении каких-то коллективных творческих дел, классных мероприятий. Но, в общем-то, мы тут запланировали больше, значит, мероприятий, где мы планируем привлекать родителей. Ну, для того, чтобы, наверное, в этом году, кроме работы с педагогами, мы провели еще какую-то работу с родителями и с учащимися, мы 13 мая, то есть в эту пятницу, будем проводить большое общешкольное мероприятие «День открытых дверей». Это мероприятие посвящено Дню семьи, мероприятие, на котором мы запланировали открытые уроки, внеклассные мероприятия, это внеурочные занятия, это классные часы. Во второй половине дня мы представим отчет школы перед родительской общественностью за 2021-2022 учебный год. Значит, ну, что мы ждем от этого мероприятия? Мы, в общем-то, на педсовете в мае хотим проанализировать все уроки,
на ШМО проанализировать уроки и мероприятия. Мы проведем анкетирование среди родителей, учтем все замечания и предложения для следующего дня открытых дверей, которые планируем провести в октябре, ко Дню учителя. Основная задача школы сегодня – это планирование и реализация мер, способных привести к позитивным изменениям. Участие в проекте 500+, придало новый импульс коллективу школы. Уверенность, что риски будут преодолены, и школа выйдет на новый образовательный уровень. Нашей школе не впервые участвовать в каких-то инновациях. Мы первыми в районе на базе школы открывали площадку. Мы участвовали в республиканских конкурсах, значит, программа развития. Мы участвовали в национальном проекте образования «Лучшая школа республики», «Лучшая школа России». Мы были победителями. Поэтому я считаю, что мы преодолеем риски. Мы способны вывести школу на новый уровень. Свой потенциал реализуем в полной мере. Спасибо за внимание. Елена Иосифовна, благодарим вас. Действительно, у школы очень богатый потенциал, и именно участие в проекте 500+ дает возможность этот потенциал реализовать на благо повышения качества образования в данной школе, да, использовать те возможности, которые еще, может быть, недостаточно были задействованы, да, и вывести школу действительно на новый уровень. Поэтому, коллеги, все, кто еще не является участником проекта 500+. Если вдруг на будущий год вам предложат принять участие в проекте, соглашайтесь с радостью. Это большая возможность для того, чтобы открыть ваш потенциал и его выпустить, да, как джинны из бутылки, для того, чтобы ваша школа действительно прошла тот путь к изменениям, к позитивным изменениям, и чтобы ваша школа вышла на новый уровень. Мы желаем успеха и муниципальной команде Воркуты, и межмуниципальной команде Сысольского и Карткировского районов. Действительно, у нас есть такие межмуниципальные команды. У нас еще есть команда Вуктыла и Усинска, куратор из Усинска, школы Вуктыла. И есть у нас межмуниципальная команда, где школа из Троицко-Печорска, а куратор из Ухты. И, конечно, мы желаем вам всем успеха. Мы передаем слово следующей школьной команде. С нами сегодня в студии Ангелина Сергеевна Шуктомова, заместитель директора по учебной работе школы номер 22 города Сыктывкара. Ангелина Сергеевна представляет куратора, да, школы, которая участвует в проекте. Это школа номер 11. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады представить свой опыт работы в рамках Международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы 2022». Выступаем с темой «Механизмы преодоления риска. Дефицит педагогических кадров». На этапе выбора регионом кандидатур в кураторы и по итогам диагностики факторов риска учебной неуспешности и по приказу Управления образованием городского округа Сыктывкар об организации работы со школами с низкими результатами обучения в 2022 году наша школа 22 попала в категорию школ, в которой на протяжении 2 лет зафиксированы низкие результаты. Школа номер 11, курируемая школа, попала в категорию школ, в которых за период 1 год зафиксированы низкие результаты по 2 оценочным процедурам. Данные результаты определены по итогам внешних оценочных процедур по методике Рособорнадзора. На основании приказа Управления образованием можно говорить о том, что в роли куратора мы стали как резилиентная школа. С точки зрения результативности проекта, приглашение в качестве кураторов директоров резилиентных школ, то есть школ, работающих в неблагоприятных социально-экономических условиях, но добившихся при этом устойчивых образовательных результатов, очень полезно и крайне необходимо. На этом этапе работы и объединил нас проект 500+, проект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами в команду и стал открытой площадкой для взаимного общения, профессионального диалога и совершенствования профессиональных компетенций. С момента начала участия в проекте и по настоящее время открываются новые возможности участия в проекте. Что же для нас, для нашей команды участие в проекте 500+.
На данный момент мы можем выделить некоторые основные пункты в работе, которые определяем для себя. А именно это приобретение нового опыта, новые практики и новый прием работы. Это анализ существующих рисков в нашей школе. Это проработка рискового профиля. Это разработка концептуальных документов и развитие профессиональной среды. На этапе комплексной диагностики факторов, влияющих существенным образом на качество образования в образовательной организации, включенных в программу поддержки, был определен единственный рисковый профиль на высоком уровне. Это дефицит педагогических кадров. Вся остальная самодиагностика по рискам представлена на слайде. Выявленный рисковый профиль и определил дальнейшую работу, траекторию работы в рамках проекта. На основе данных анализа внешних и внутренних условий работы, текущего состояния развития школы, в том числе с учетом анализа рискового профиля, были разработаны концептуальные документы. Среднесрочная программа развития на 2022 год. Среднесрочная программа развития образовательной организации МАУСОШ номер 11 сформирована сроком на 1 год, зависит от результатов анализа контекстных данных по школе, то есть рискового профиля школы, дефицит педагогических кадров, и содержит перечень конкретных индикаторов выбранных мер по наступлению позитивных изменений в школе с приложением в виде дорожной карты проекта. Программа антирисковых мер разработана в соответствии с рисковым профилем дефицит педагогических кадров. Программа антирисковых мер сформирована в соответствии со среднесрочной программой сроком на 1 год и содержит перечень необходимых мер по достижению также позитивных изменений. И, конечно же, концепция развития 11-й школы на 2022-2023 года. Концепция развития составлена школой на срок осуществления всех необходимых преобразований по устранению верифицированных рисков. В данном случае одного риска, направления перехода в качественно новый режим функционирования. Процесс взаимодействия наших школ, наш диалог можно увидеть на слайде. Командой школы куратора были проанализированы все документы и даны рекомендации. Команда курируемой школы всегда была на связи, с какими-то рекомендациями соглашались, где-то мы погружались в более глубокий дискуссионный диалог. И все это профессиональное и продуктивное взаимодействие нашло свое отражение в концептуальных документах, разработанных и размещенных 11-й школой в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. В настоящее время нами пройдена первая контрольная точка по размещению документов в личных кабинетах проекта. И здесь мы можем говорить о сплоченной работе и высоком уровне взаимодействия. Все документы, как я уже сказала, были размещены в установленные сроки в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Итак, кадровый дефицит не является редким явлением в российских школах. Отсутствие специалистов-предметников может стать критическим вызовом для школы. И в концепции развития МОУСОШ-11 в рамках работы по профилю дефицит педагогических кадров поставлена следующая цель. Это обеспечение профессиональными педагогическими кадрами МОУСОШ номер 11 для предоставления качественных образовательных услуг и обеспечения доступности образования. Выделены 6 основных задач. Итак, задача номер 1 – это проведение комплекса мероприятий по привлечению молодых и опытных специалистов через размещение информации о вакансиях на официальном сайте школы, в социальных сетях, на портале «Работа России». И здесь ожидаемый результат – это прогнозируемый в результате решения данной задачи. Это к концу 2022 года в школе сформирован профессиональный стабильный педагогический коллектив, члены которого обладают способностями к инновационной деятельности, обеспечивают качественное образование. Задача номер 2, представленная на слайде, и здесь ожидаемый результат к ней – это укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Задача номер 3 – это пересмотр учебной нагрузки педагога, и ожидаемый результат к ней средняя учебная нагрузка учителей не превышает 25 часов. Задача номер 4
Проведение препарационной работы с обучающимися 9 классов направлено на выявление детей, имеющих склонность к педагогическому труду, и ожидаемый результат – это поступление выпускников 9 классов в педагогические и средние специальные учебные заведения. Задача номер 5 – взаимодействие со сторонними организациями. И здесь ожидаемый результат – это наличие действующих договоров о сотрудничестве с педагогическими вузами и СУЗами. Задача номер 6 – методическая, материальная и моральная помощь и поддержка молодых и вновь прибывших педагогов. И ожидаемый результат здесь большой и глубокий. Это системное и адресное обучение педагогов школы на курсах повышения квалификации и переподготовки. Это функционирование системы методического и психологического сопровождения молодого или вновь прибывшего учителя для его личностного роста, самореализации в профессиональной и социальной деятельности. Это применение эффективных механизмов стимулирования, моральная поддержка педагогических инноваций и творчество педагогов. Это организация наставничества молодых и малоопытных учителей, которым оказывается методическая и психолого-педагогическая поддержка. Следующая контрольная точка проекта наступит в ближайшее время. И уже сейчас мы можем говорить о плодотворной и перспективной работе администрации школ. Проект 500+ позволяет нам осваивать и внедрять новые и современные механизмы взаимообучения, взаимопомощи, а также применять новые приемы и методы работы в профессиональной образовательной деятельности. Богатая профессиональная среда проекта, наполненная положительным опытом многих школ по всей России, способствует повышению нашего профессионального уровня, совершенствованию профессиональных компетенций нашей школы. Ну и прорабатывая цели и задачи концептуальных документов курируемой школы, мы всегда перекладывали работу по рисковому профилю на наш педагогический коллектив. И, конечно, делали выводы о том, какую работу необходимо проводить нашей управленческой команде, нашей школы, чтобы не входить и не войти в этот рисковый профиль, ликвидировать другие рисковые профили, возможно, которые есть в нашей школе. Вообще хочется сказать с благодарностью, отнестись к этой возможности участвовать в данном проекте. Я уже говорила о том, что мы пока получаем очень хороший положительный опыт. Спасибо. Спасибо, Ангелина Сергеевна. Благодарим вас за представленный опыт разработки антирисковой программы в рамках вот такого очень сложного, наверное, да, рискового профиля, связанного с дефицитом педагогических кадров. Достаточно интересные у вас направления работы обозначены. Пожелаем 11-й школе успехов совместно с вами. Я думаю, что они добьются своих результатов, и этот дефицит, он уже не будет для них таким важным в последующем учебном году. Коллеги, наверное, кто нас сегодня слушает, может быть, задумались над вопросом, как так оказалось, что школа с низкими результатами выступает в качестве школы, в которой работает куратор для школы с низкими результатами. Но здесь, конечно, важно напомнить, коллеги, что в списке Рособорнадзора все школы с низкими результатами, они делятся на 3 категории. Да? Это школы умеренно неуспевающие, школы базово неуспевающие и школы сильно неуспевающие. Так вот, как раз 22-я школа, она относится к категории базово неуспевающих школ, да, то есть те школы, которые имеют очень высокий потенциал для преодоления вот этого состояния, да, когда еще есть, может быть, отдельные ребята, которые не преодолели порог ЕГЭ по математике, вот как мы увидели. Да? А школа 11, здесь уже уровень вот этой вот неуспеваемости, он более глубокий, да, это уже школа сильно неуспевающая. Поэтому вот такие 2 школы вроде бы в одном списке находятся, но тем не менее школы действительно сдружились, помогают друг другу, и мы видим, что школа, которую представляет Александра Сергеевна, она действительно тоже работает в рамках проекта над ликвидацией и своих рисков, которые ведут к низким результатам обучения. Благодарим коллег, которые представили сегодня свой опыт. Напоминаю, что это команды школ, которые включились в проект в 2022 году, то есть это новые участники проекта. Ну, куратор школы, которая работает со школой поселка Первомайский, она у нас уже опытная. В прошлом году она у нас уже в проекте участвовала, да, поэтому ей была доверена такая роль, да, что в другом муниципалитете поработать. Ну и, конечно, очень важно, что у нас есть результаты у школ, которые работали в проекте в 2021 году. И эти школы
Как мы видели, да, Галина Владимировна на первой презентации своей показывала результаты проекта 2021 года. 10 школ из 25, они вышли из списка Рособорнадзора благодаря в том числе и участию в проекте. И вот одна из таких школ демонстрирует нам сегодня свой опыт, как они к этому пришли. И свой опыт они зафиксировали в виде видеокейса. Сергей Владимирович Макеев, директор основной общеобразовательной школы ПГТ «Парма», Усинск, представляет свой опыт участия в проекте 500+, новые пути развития школы. Здравствуйте. Меня зовут Макеев Сергей Владимирович. Я директор основной общеобразовательной школы ПГТ «Парма». Наша школа в 2021 году приняла участие в проекте 500+. Да, возможно, первая реакция на то, что мы в проекте, была, как у многих, неоднозначная. Почему мы? Но именно участие в проекте позволило пересмотреть привычные подходы в работе и определить новые пути развития школы. В рамках реализации проекта педагогическим коллективом школы проанализирован рисковый профиль школы, проведена самодиагностика, определены риски, актуальные для школы, разработана среднесрочная программа, цель которой заключается в выходе из зоны риска и создании условий для повышения качества образования в школе и перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования. Перед коллективом стояла непростая задача. По 5 рисковым профилям, выявленным после диагностики, необходимо было разработать программы, дорожные карты. И если отдельные риски, такие как низкий уровень оснащения школы, низкий уровень дисциплины в классе, низкая учебная мотивация обучающихся, пониженный уровень школьного благополучия были ожидаемы, то рисковый профиль преодоления языковых и культурных барьеров заставил взглянуть на привычные вещи по-иному. И сейчас мы должны были подобрать такие формы и механизмы работы, в которых школа действительно нуждается. Учащихся, для которых русский язык не является родным, в нашей школе единицы. Но мы понимаем, что плохое знание или полное незнание русского языка препятствует нормальному обучению, создает проблемы в общении со сверстниками и учителями, порождает разного рода коммуникативные неудачи, способствует изоляции таких детей в классе и является причиной самых разных неприятностей. Это же и может сказываться на уровне школьного благополучия. Для повышения качества образования в рамках данного рискового профиля необходимо было создать в школе условия для интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров. И прежде всего, через дополнительное образование, внеурочную деятельность, обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с неродным русским языком и включение их в активную социальную среду. Первое, что мы сделали, не считая разработки дорожной карты, это провели круглый стол для родителей, где рассмотрели вопросы, касаемые повышения эффективности взаимодействия семьи и школы, рассказали родителям учащихся инофонов о типичных трудностях детей-билингвов и путях их преодоления. Нам важно было сделать родителей своими единомышленниками и помощниками. Затем были разработаны диагностические задания для определения уровня владения русским языком. Анализ проведенных диагностических работ показал, что в 4 классе у одного человека из 6 диагностируемых низкий уровень владения русским языком. Но, как известно, в 2021 году Министерство просвещения Российской Федерации запустило проект 500+, под лозунгом «Важен каждый ученик». И в 2021 году была составлена и реализуется по настоящий момент рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русский язык как иностранный», в рамках которой проводятся различные тематические мероприятия с участием старшеклассников-волонтеров. Например, лингвистический квест «Знатоки русского языка», квест-игра «Путешествие в страну родного языка», внеклассное мероприятие «Дружба народов» и другие. Разработан комплекс мер по повышению предметной и методической компетентности педагогов. Это позволило учителям школы активнее участвовать в муниципальных предметных неделях,
активизировать внутришкольную систему профессионального развития педагогов, внедрить в практику проектную, исследовательскую, творческую деятельность. Год работы позади. И подводя итог, можно сделать вывод, что реализация всех этапов выполнена на 100%. Появилась положительная мотивация к учебе у детей, заинтересованность родителей. Все это отразилось и на результатах работы. Сравнительный анализ успеваемости выявил следующее. Успеваемость повысилась на 9,5%. И тот факт, что в этом году мы не являемся школой с низкими образовательными результатами, говорит о повышении качества образования в школе и переводе образовательной организации в эффективный режим функционирования. Коллеги, мы благодарим Сергея Владимировича за представленный опыт участия в проекте 500+ в 2021 году и, конечно же, желаем преодоления всех тех рисков, которые были обозначены в рисковом профиле. Все школы 2021 года продолжают работу по реализации своих концепций развития, составили новые среднесрочные программы на текущий год и работают уже над теми рисками, которые не были взяты в работу в 2021 году, либо по которым еще остались какие-то нерешенные задачи. Коллеги, у меня вопрос к нашим коллегам в студии. Вот скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, важно изучать опыт коллег, которые работают в проекте, опыт предыдущего года? Используете ли вы такую возможность? Да, у нас в прошлом году, в 2021 году, участником проекта была школа из села Куратово. Мы очень внимательно изучили их материалы работы, их риски, очень плотно общались и общаемся с администрацией школы, с педагогами. Я так думаю, что в принципе, может быть, где-то в следующем году мы какой-то риск, который не взяли в этом, возьмем на проработку и будем отрабатывать его. То есть это очень большой опыт работы. Да, со своей стороны хочу Спасибо. заметить, что мы тоже обращались к работе наших городских школ, в том числе команде 35-й, 20 и 15-й школы. Мы просматривали у них презентационные выступления. И также хочу сказать, что к российским методическим материалам обращались очень много и в подготовке данной презентации, и вообще в целом к разработке документов. И, конечно же, это опыт российских школ. То есть вебинары, которые идут в четверг в 10 часов, мы смотрим регулярно и оттуда берем положительные моменты. Да, вот пока мы тут с вами сидим, я тоже уже получила ссылку на завтрашний вебинар. Обязательно вам всем ее перенаправлю. Коллеги, действительно очень важно изучать опыт других образовательных организаций, да, учиться на чужих ошибках, чтобы не допускать уже свои. Потому что многое уже сделано школами, и которые участвовали в России в 2020 году. В 2021 году школы республики и школы всех уже субъектов Российской Федерации подключились к проекту. И школы этого года уже тоже дают интересные практики, которые нужно изучать и которые мы можем применить к нашим существующим у нас условиям. Коллеги, вот форсайт-сессия, она должна завершаться каким-то действительно форсайтом, каким-то озарением. И у нас здесь в студии созрело предложение, которое мы хотим включить в резолюцию, это изучить все те риски, да, которые были в рисковых профилях у всех школ Республики Коми, которые включены в проект, и объединиться в такие межмуниципальные команды на основе выделенных рисков. Да, вот, например, Ангелина Сергеевна с риском дефицит педагогических кадров, мы посмотрели, есть еще 5 школ, которые в работу взяли такой же риск. И, конечно, вот такое содружество, оно даст серьезные результаты, потому что именно такой синергетический эффект, когда каждый вносит какую-то лепту в общий результат, это всегда срабатывает лучше, чем каждый, когда варится в своем собственном соку, да, как мы говорили в начале нашей сегодняшней сессии. И вот действительно такая возможность, она у нас сейчас с вами есть, у нас есть цифровые инструменты, вот параллельно у нас работает площадка по цифровизации, и, конечно, мы даем такую возможность нашим школам
за счет того, что мы предоставляем вам площадки для общения. Это и наш ресурс «Мобильный методист», это и наши платформы для выстраивания вот такого общения. И, конечно, это наши площадки, которые мы в этом году для взаимодействия для вас создали. Да, это наш канал в Телеграме, это наша группа на платформе Сферум. Все это дает нам возможность делиться своим опытом, делиться своими практиками, обсуждать какие-то действия, да, которые вы хотите предпринять. Итак, коллеги, мы завершаем работу нашей форсайт-сессии «Рисковый профиль школы. Основа для разработки концепции развития образовательной организации». Мы здесь представили только некоторые риски. На других площадках в течение сегодняшнего дня, завтрашнего дня и 13 мая мы будем обсуждать возможности работы и с другими рисками. Спасибо всем, кто работал с нами в режиме онлайн. Спасибо всем, кто находится в нашей студии. Удачи вам, коллеги, в решении ваших проблем, в достижении результатов по работе с вашими рисками. Спасибо.